1957 году в нашей республике было открыто чечено-ингушское отделение Всероссийского общества глухих. В 1972 году в республике было открыто предприятие. В ходе 2 военных кампаний от здания учебно-производственного предприятия остался один каркас. Инвалиды по слуху лишились возможности проводить социально-реабилитационную работу. По поручению главы Чеченской республики Рамзана Хаджи Кадырова, министр труда, занятости и социального развития выделил средства на восстановительные работы здания. До этих пор им приходилось работать в тяжелых и стесненных условиях. Здание отреставрировано и готово к эксплуатации. marka amrash bodenbot niyad aan bi halka doon غير mission doon zaption doon اوكي عجلت ندق يتصدر doon daar maar is eet wo ik boogst doon daar doon we wabelna we best wel bulk doon we abjad nastu doon daar we busab nakhla der we nog chakle we dolgu doon sen toch aan doon azim bagum bishi doon den doon doch kiet shadin doon sen der doon طبعا احسن بوصل تقدر geçton مو شو تقدر geç تو دكتور ده لا دونه حتى شو تقدر احسن خي هم دوش حط حاجه واشي شاوشي حاجه هو بوصل دونه هو دين احسن دوك بيش ساد دونه البخيس ناس بيشتري اتو بيش دونه اهل كوفي دونه شو دونه دارجه بيست جزء ده دونه فقط نوع عشان بالكم ده اسكال على داسون ده عبير كتير ده مو هذا طبعا ويبوصل اكتب سندون اكتب ويتوي ده دام او حلقي تارو ده ويحاول تادر اهلوك شو ده وايكونوميك حالي دكتور ده وصو ادني دون ده تادر اهلوك ده ده اكتب ولا سي دون ده بتصعب يوس ده ده Сегодня мы видим, что все они получили счастливую возможность общаться и развиваться среди таких, как они, а это значит, что в их жизни появился смысл и улыбка играет на их лицах. В фойе здания предприятия выставлены образцы продукции, которую могут выпускать рабочие предприятия Грозной. Это специальная одежда для медицинских работников и горводоканала, детская верхняя одежда, постельное белье. Также выставлена работа вышивания и вязания столь необычными и сложными рисунками. Для женщин оборудовано 2 цеха для шитья и для изготовления кондитерских изделий и хлеба. Для мужчин оборудован цех для реставрации и сборки мебели. Есть и общежитие, где женщины с отдаленных районов и сел проживают. Глухонемые люди – это один из сложных видов инвалидности. У каждого из них очень глубокий и ранимый внутренний мир, который понять очень трудно. Макка Ахмадова сумела вникнуть и принять их боль как свою собственную. Когда ты видишь целый день, вот ты видишь то, что вот мы это смогли, вот это получилось. И когда смотришь их глаза, они на тебя смотрят, да, эти глаза, вот ты по глазам читаешь, не надо, ни слова не нужно, ничего. И ты весь день, ты не чувствуешь усталость. Вот самое странное, что ты днем не чувствуешь усталости. Долгие годы, не имея заработной платы, она прошла этот сложный и тернистый путь, вместе с ними преодолевая все трудности. С огромным желанием и состраданием она научила их своей добротой и любовью быть друг другу такими же. Видя, как трудна работа и общение с людьми такого уровня, мы понимаем, что Аллах наделил ее огромным терпением, дал силу воли не сдаваться ради этих беззащитных людей. Возможно даже, что ее предназначение было предопределено свыше. Какие бы трудности их ни постигли, она не оставила их. Это чудесная женщина, которую Аллах наградил очень добрым и милосердным сердцем и универсальными способностями, которые она передает своим воспитанникам. Они радуются к ее приходу, как дети матери. Когда я спросила у нее, насколько трудна работа с людьми такого уровня,
Она ничего не смогла мне ответить, и лишь слезы, которые появились у нее в глазах, дали мне ответ. И понять ее может только тот, кто пройдет такой же сложный путь, через который прошла она. Предприятие как раз служит в первую очередь реабилитационно-психологическая реабилитация, потому что они видят друг друга, по крайней мере, они находятся в своей среде, у каждого у них более-менее, значит, идентичные проблемы. И если вы видели, когда они общаются, когда они говорят, у них это действительно, значит, всплеск эмоций. Если, в принципе, понять их можно, если бы мы оказались в такой ситуации, наверное, мы бы еще, наверное, наше поведение было бы вообще неадекватно. Основная реабилитация, наш настрой, все это делается через язык, через слово. И не имея возможности ни слушать, ни говорить, они практически оторваны от жизни. Ситуация такова, тяжелая ситуация. Поэтому данное предприятие, вот наша мать Тереза Макка, она служит и ориентиром, и помощником, и наставником. Также владеет, значит, языком жестов, она доводит смысл бытия сегодняшнего дня. Также она обучает их шитью, вязанию, заменяя нескольких человек. Это адский труд. А основное направление – это действительно психологическая реабилитация. Видя друг друга, они чувствуют поддержку. На стенде видны архивные снимки, на них запечатлено полуразрушенное здание и несколько швейных машин. Но на сегодняшний день цех полон машинок и работы, хотя долгое время у них совершенно не было работы. Шитье – это долгий и кропотливый труд, который требует терпения и усидчивости. И не каждый, даже здоровый человек, обладает такими навыками, но с помощью своей наставницы они научились профессионально выполнять свою работу. Они очень трудолюбивые, ответственные, с огромным желанием выполняют все то, что так тщательно объясняют им. Не отвлекаясь, выполняют каждое действие. Не обделены и творческим потенциалом. Раз в неделю к ним приезжает педагог по жестовому пению. Они настолько выразительно и трогательно выполняют все движения, не слышат, но настолько хорошо передают смысл слов поющей песни, в каждом жесте чувствуется их душевное исполнение. Люди, лишенные слуха, общаются между собой с помощью мимики и жестов. Каждая комбинация положений пальцев, кисти и направления движения рук соответствует определенной букве алфавита. Понимать друг друга помогают выражения лица и телодвижения. Те, кто освоил язык мимики и жестов, говорят даже быстрее, чем нормально слышащие люди. Глухие могут читать по губам говорящего. Они следят за изменением формы губ, движением языка и угадывают звуки. Вечером, после рабочего дня, они все вместе собираются перед телевизором, дружно и очень интересно проводят досуг. Общаются столь увлеченно, что хочется научиться их языку жестов. Когда смотришь на них, невольно задумываешься, о чем же они думают, какие же у них ощущения, ведь они не слышат. И тем не менее, мне кажется, что они больше чувствуют ближних.
Приобретение исламских знаний является индивидуальной обязанностью каждого мусульманина, в том числе и инвалида. В связи с этим созданы все условия для изучения основ ислама. Каждую пятницу их посещает преподаватель, вместе они учат чеченский и арабский язык. С его особым усердием и их огромным желанием они научились говорить бисмиллях и совершать намаз. На основе арабских жестов решили обучать их чеченскому языку. В интернате у нас идет эта работа с мужчинами тоже, но вот женщинами только с сентября мы начали. Также этот чеченский язык у них вообще отсутствовал последние 100 лет. Вот мы решили за основу арабские жесты взять и с чеченским произношением. Но успехи есть, продвигаемся. Даже их домашние очень довольны бывают, когда они дома начинают говорить на своем родном языке или с детьми. Здесь возрастная группа у нас не ограничена. С 1 класса и до 55 лет люди у нас обучаются. В этом году группе из 20 инвалидов по слуху из Чеченской Республики посчастливилось посетить государство Кувейт по приглашению первого заместителя министра вакуфов и исламских дел Кувейта доктора Абдалля Аль-Фаля. Инвалиды по слуху прошли курс обучения религиозным терминам на языке жестов, по завершении которого им были вручены дипломы об окончании специализированной программы. За время пребывания чеченских инвалидов в Кувейте они прошли ряд интересных познавательных программ, экскурсий, встреч. Делегация из нескольких человек с этой группы по приглашению посетили Катар на Международный съезд глухонемых. Чеченские инвалиды по слуху впервые приняли участие в столь масштабном международном мероприятии. По приезду люди с ограниченными возможностями работают в направлении передачи опыта и навыков, полученных за границей себе подобным в общеобразовательной школе-интернат для глухих и слабослышащих, где обучают арабскому чтению, письму, основам ислама и традициям чеченского народа. Самое важное для мусульманина – это любовь к Аллаху и знание своей религии. На сегодняшний день это большая милость Аллаха, что даже дети с ограниченными возможностями имеют успех в изучении того, что ведет к довольству Всевышнего Аллаха. С сентября этого года мы организовали исламское медресе Азан для глухих. Целью этого медресе является исламское воспитание, образование и обучение основам ислама и арабской графики, и письма, и чтения Корана, и детей, и взрослых. Эти дети, они ничем не отличаются от обычных детей. У них такие же способности, просто у них есть проблема, они не слышат или плохо слышат. Но у них есть очень большой порыв, потенциал, они хотят учиться, у них есть очень большой интерес именно к исламу. Сегодня это огромнейшее счастье иметь такие прекрасные условия для людей с ограниченными возможностями. Инвалиды категории глухонемых очень четко знают значение рая и ада, и они назвали это место раем на земле. Инаха зябхилер тейп-тейпен бахна шготсига. Цхадега Аллах дала денен بيحكن تير خلدوش قنوي بحنيح زعبل بيري قاچوية وتنساني زعبل لساني دانا زوش خلدال تحنا أو تان باش بيقن بو إذا وق أغورا إشان دال دلوچون زعبلينا صوبري خلا سنگ حجم يزر حجوش دال خاستن بيش يشخلشي قنوي خطا ديش يولنغا حساء دوقوش ياس من دخل مالسا وتر بولش يبقى عن هوتا شو الله دلها نجا سندك شاردانا خلشي ودين انني يالغ صادق ديك بيقن با
شين خلو بال بلج صار دال خاصة موبا حجوش زوش الله دالا إجتا زعبلوش متخل زعبل استقصو ديلي دويلا خوش منه دوهما دال حقو دينجا شيلين شين لوچون لوشدو تيب ببحنشتاني وزن ديل أحون ديلي ألا ديلي خاتيشوش دل جنا وزن ديل خاصة شكر حوندق حين لوق ده حطها إيه لوق تحلي دق بوشة دل خاصة بيش وتشيل زعبل اللي تأح شينولش خلون تأح قط ريج أو قاحيوش لرلوش ديل حسلوش إخلشي خالوش قيمة دينه تنا خنا خبابيقا باتشي بو الله دالا يسمن تيبيا وزي سيلاوش دالا شي بوقش إنخي تمسا زين بول دال زين بول نيخي صبر إيمان صبر ليل سنة هون الجدال ياسمن لوكرلش الدنيا ميل دخانيق شيء كز خنير يقول دخين سن ويحنا نوح بايمر إزشرع ويحنا إذا تون ختن ميل خيتر هون أي دنيا شيء قنيل خن آل شين تدلجا تان نعرض شو حوال ووغ نعرض آر سنة تان هوسم شو تان نعرض شو حوالش وون عرو آرش موخري أتسو قط خيتشين خان آر إشتا قط خنويرة وين دقية يسيخد عيولوشو أز أقهين شو عجمال ستوه دلج دال خاصتن بيش بوسو بني عول شقوى الوالشي الله دال يزمن يلوشو خصون سقا داحت عدش حيسب دوش كد عولش ناغا حساب ديدوش جوب ديدوش متيح سقا حساب دوش يزمن يلوشو يزعبال غيلال داقي عنا ديلير شين يالخيرو لا خوش صوبر شقوى سجن بسيار دالا شيء بقول إنه يتز أسنيخي حاجة تصير حشتو خوش تصير دوك حاستا دالا دين الله صبر الله لا بوسوش ناهنا إزاع بلوش بوش ناخ شيء هوس مع بوش ناهن قاستنلوش دالا تيحي بيختيل والحمد لله رب العالمين. Ислам призывает всех людей к заботе об инвалидах и предоставлении тех же прав, как и другим людям. И ислам не разрешает делить людей на здоровых и больных. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, советовал хорошо относиться к людям с ограниченными возможностями, проявлять по отношению к ним милость. Хадис посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, гласит: помощь слепому, общение с глухим и немым таким образом, чтобы он понял, провожание нуждающегося в то место, где он сможет получить то, в чем нуждается, оказание помощи страдающему, который ищет средства избавления от своего недуга, помощь слабому, беря его за руку, помогать человеку, который испытывает сложности при общении – все это разновидности садака. Жизнь людей, имеющего проблемы со слухом, лишена всех тех благ, которым нормально слышащий может приобщиться с легкостью. Они никогда не слышали своих близких, не могут высказать все то, что у них на душе, и забота об их душах очень важна. И каждый здоровый человек должен понимать, что обязан оказывать внимание тому, кто нуждается в его помощи, и за это ему будет вознаграждение от Аллаха.